Бери кисть, макай. Никите Кулькову 9 лет. С рождения у него ДЦП. Однако это не мешает ему заниматься живописью. Уже 5 лет каждую неделю они с мамой приезжают в Зеленодольский центр абилитации. Особенно он любит рисовать карандашом. То есть у него свое видение своих произведений, своих картин. Изначально, когда мы пришли, мы действительно не умели ни толком ни кисточку держать, ничего. То есть постепенно процесс адаптации идет. Центр стал вторым домом для семей, в которых воспитываются дети с особенностями здоровья. С момента основания он работает за счет спонсорской помощи. Сейчас сюда ходят 160 детей с разными диагнозами. Занимаются в кружках, есть и тренажеры. Мы собираемся, у нас проходят елки для особенных детей. То есть 8 марта, праздничные такие вот мероприятия, нам очень нравятся. Мы приходим всегда. Этот фонд очень нужен городу, потому что таких фондов в нашем городе больше нет. Однако на размеренную жизнь центра повлияла пандемия. Количество спонсоров и людей, желающих оказать помощь, резко сократилось. Долг за услуги ЖКХ – 130 тысяч рублей, а центр на грани закрытия. Зимой мы платим 32 тысячи за коммунальные услуги. Мы государственной поддержки не имеем. Финансируется она только за счет средств родителей детей-инвалидов. Членские взносы, пожертвования. Но в этом году нам было настолько тяжело, что мы даже попросили помощи. Это первый раз за 6 лет. Однако сдаваться в центре не собираются, пока на помощь пришли волонтеры. Общими усилиями удалось закрыть часть долгов и даже начать ремонт во второй части здания. После того, как мы сделаем там ремонт, там будут сидеть медицинские работники, будут массажные кресла, будут там массаж делать, остеопаты будут приезжать. Также будут всяческие аппараты, плюс образовательный кабинет. Там будут приходить дети, большой кабинет будет. Вместо того, чтобы в школу ходить, можно будет сюда спокойно ходить и учиться. Помочь сохранить абилитационный центр может любой желающий. Для этого можно перевести любую сумму на карту, которую вы видите на экране. Она прикреплена к номеру телефона. За 6 лет существования здесь оказали помощь более 500 детям. Ильгиз Шакуров, Игорь Романов, ТНВ, Зеленодольск.